До 10 лет абсолютно не знал русского языка. Вот, наконец, я научился писать. Я, конечно же, мечтал быть моряком. В Удмуртии госпремию за 2023 год вручили 33 жителям. За выдающийся вклад в развитие промышленности, науки, культуры, а в развитии поэзии наградили народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Кто-то говорит, что нужно родиться талантливым, кто-то говорит, что нужно трудиться. А как вы считаете, в чем складывается писательское мастерство? Писательское мастерство, на мой взгляд, складывается в отсутствии рецептов его сложения. Никто не знает, что из чего получается, вспоминая знаменитые Ахматовское. Мы не знаем, откуда рождаются стихи. Откуда стихи рождаются? Знаете, я приехал сейчас на встречу с вами на такси. Таксист оказался очень деликатным, приятный туркмен. Я вспоминал свою туркменскую молодость. Я служил в 357-й мотострелковой дивизии Ляминской, Удмуртской. Она была, находилась, дислоцировалась в Туркмении в мои времена 84-86. И я служил в дивизионной газете «За Родину». Как я скучал, знаете, по чему? Конечно, по родине. Но скучал я в первую очередь по снегу. Не было снега, звонкого, хрустящего. Вот. И, конечно же, я об этом писал тоже. «Дорога в горах», «Гурежо Шуресьос», у меня небольшая повесть вышла после моего возвращения. Ну а публиковаться и печататься я начал довольно рано, в классе 7-8. Я очень любил литературу и посещал, еще не умея читать, Козмасскую сельскую библиотеку к ангелу Татьяне Ивановне Никитиной. Она мне показывала книжки с картинками. Мне так это все нравилось. И теперь, когда я возвращаюсь на родину, в деревню Новая Козмаска, стою у библиотеки, носящей имя народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги, вашего покорного слуги, я как бы снова возвращаюсь к тем белым листам бумаги, которые я заготавливал массами, писал, еще будучи старшеклассником Козмасской средней школы, с надеждой быть понятым в Ижевске, в Удмуртии, за пределами Удмуртии и найти своего собеседника, своего читателя. И еще поделитесь, пожалуйста, над какими сейчас произведениями вы трудитесь, что пишете. Может быть, у вас параллельно в работе несколько произведений. Такое может быть у писателя? Да, конечно. Много незавершенного. На столе, значит, я автор билингва, я пишу на русском и на удмуртском языке. Я не выбираю язык произведения, на котором мне писать. Произведение само предлагает язык написания той или иной вещи. Грустно, сидишь у окна, стихотворение приходит тебе, садится и говорит: «Я грустная осень, напиши мне на русском языке». Или я, говорит, зима крепкая, со снежком, напиши мне удмурт кылын моногосты, дюкур медперчерамковичкос, чтобы слышался хруст снега, напиши по-удмуртски. Я так этому радуюсь. То есть произведение диктует самой язык. Кроме этих двух рабочих языков, конечно же, я знаю и некоторые другие языки нашего региона. Ни в одной марийской деревне, ни в одной татарской деревне не оставят меня голодным, обойденным вниманием. Я очень любезно отношусь к нашим старинным, многовековым соседям, знаю их культуру, на мой взгляд, литературу, пытаюсь говорить на их языках. Это вызывает очень приятный ответ с их стороны. Какие мои планы сейчас? Планов громадье, как у Владимира Владимировича. Романы остаются на столе.
есть произведения, которые не спрашивают, их надо написать или нет, они просто садятся и говорят, напиши, я пишу. Ну и литературная текучка, рецензии, статьи, интервью, очень много интервью. Где-то к весне должна быть издана книга рассказов моих в Баку на азербайджанском языке, идут переводы на турецком языке, потом на белорусском, я знаю, идут. Владимир Васильевич Романов, мой наставник и мой добрый друг, басурманский поэт Михаил Федотов, мы были 3 друга, к сожалению, мне приходится быть теперь без них, но советуюсь все время с ними. Они в один голос говорили, с каждой новой книгой, вот наконец я научился писать. То есть у них лейтмотив такой был, книгу выпустят и говорят, вот наконец я научился писать. То есть школа, она не имеет конца, писательская. И быть самодовольным мэтром, где-то на публике, кого-то, так сказать, ставить на место, туда-сюда, вот этот умеет писать, этот не умеет писать, для меня это смешно. Я не хочу быть смешным. Меня очень много приглашают в этом плане, много приглашений на столе, у меня и сейчас десяток впереди идущих. Вот. Знаете, почему я встречаюсь, выезжаю на встречи? Конечно же, чаще всего за свой счет, на своем автомобиле. Но это греет мою душу в том плане, что я еще раз встречаюсь со своими читателями, а добрая встреча – это всегда как добрые семена на доброй, хорошей пашне. Мы сеем и сеем, а жать подоспеют другие, говорил Кузебай-Герд. Но в нашем писательском деле ждать других некогда. Мы будем жать сами. Слава Богу, что мы успеваем. Вот, если вы перечитываете какие-то свои прошлые произведения, вы находите какие-то моменты, которые хотелось бы исправить? Может быть, вы думаете, здесь можно было написать по-другому. Такое бывает? Да. Однажды в Дебесах, еще в советское время, была там гостиница. Знаете, вчера был очень хороший вечер, творческий вечер, очень хорошим угощением, первый секретарь, все. Туда-сюда, по-моему, еще было. Я просыпаюсь в гостинице, и полурваная газета там, и смотрю рассказ. Я начал читать, Господи, какой хороший рассказ! Потом уже к концу рассказа я увидел, так это же рассказ мой. Господи, думаю, так это же мой рассказ, это в газете Советского Удмуртия опубликован. Я восхищен, думаю, еще кто-то кроме меня умеет рассказы писать в Удмуртии. В ночь писали где-то 25-30 страниц. Я писал. Я сейчас ее смотрю. Она сделана так угловато, так, но там столько духа, столько экспрессии, что сегодня у меня нет ее. Я умею писать. Я хорошо могу вот это стилистику править, но такого порыва, дерзости надо занимать жизнь. Конечно же, каждому периоду свое время. Но вы говорите, то, что я переписал, может быть, свои произведения. Нет. Мои рукописи в основном бывают чистые. Я много хожу. У меня дети тоже все время говорили, вот папа что-то колдует, что-то про себя бормочет, ходит. Я переговариваю тексты своих рассказов, повестей, вслух иногда. Говорю, переговариваю и сажусь, и пишу. И стараюсь, чтобы рукописи были чистыми. Вот. Ну, все по-разному происходит. В литературе нет рецептов. Я еще раз говорю. Иной раз садишься, и такое хорошее произведение получается. Я просто завидую самому себе, что я его написал когда-то. А иногда я знаю, такие произведения есть, что мне стыдно их. Но если я их отберу из звена моей творческой биографии, звено рушится, потому что другие звенья не будут держаться. Чтобы и восхищение, и фурор, и мой стыд, они должны держаться вот в этом звене. Дней исключенных нет в писательском деле, как и в жизненной биографии тоже. Перед вами сейчас сидит босоногий в цыпках мальчишка из деревни Новая Казбаска Завьяловского района, который до 10 лет абсолютно не знал русского языка. У нас ведь в школе и математика с дробями, вить дасмос, квать дасмос, все на удмуртском языке преподавалось.
Вот на 4 классе уже все, говорит, переход на русский язык. Господи Иисусе, как этот русский язык? Там все окружение было удмуртское, это солидные ветераны войны с медалями, жилькающими на 9 мая. Солидные люди. И вот мы переходили на русский язык. Было трудно, но мне очень помогла в свое время такая оказия. В деревню нам привезли фильм «Айболит 66» Ролана Антоновича Быкова. Как хотелось посмотреть этот фильм, но мы не понимали, что делать. Нашли лоботряса, который на 3-4 года старше нас. Мы ему 3 яблока, 4 конфеты, 4 заплатили за переводческие работы, и он в конце зала нам все переводил. Пришлось нам самим уже изучать русский язык, но мы уже понимали. И тут потихоньку за словами мартышек, там, айболита, мы начали прокручивать язык. И к 4 классу мы уже практически понимая, за лето русский язык пришли. Вот смотрите, какая сила кино. Пройдя многие годы, я Ролану Быкову рассказал эту ситуацию. Он был весьма доволен об этом. Ну, говорит, для этого стоило жить. Вот мы сейчас остановились на кино. Давайте вспомним еще «Тень Алангасара». В 2024 году исполняется 30 лет этому фильму. Вот поделитесь какими-то интересными моментами, может быть, сложностями работы над сценарием. Да. В те времена я работал главным редактором журнала «Звездочка» Кизели, а потом я учился в Московском литературном институте, в студии мастерской Виктора Розова. И вот по сценарию, значит, да, у меня не было никакого киношного опыта. Мои спектакли шли в драматическом театре, тогда Кожайвал Югдыдык. Тогда у меня очень хорошая смычка произошла на уровне хороших отношений творческих с главным режиссером драмтеатра Василием Ушаковым. Мы ставили несколько пьес, было очень интересно. Вот. Ну а когда мне предложили написать киносценарий, я немножко опешил. Но, думаю, не боги горшки лепят, сюжет мне понятен, как написать я знаю. Конечно, сейчас по прохождению лет я многое бы поменял. И в те времена ведь у нас очень много было споров с режиссерами, с художниками, с операторами. Мы набирали опыт. Но знаете, я пересматриваю фильм «Тень Алангасара», Алангасарлан Вужерес в интернете, мне за него не стыдно. Наш фильм, он широкоформатный, написанный на кинопленке, Kodak, Aqua работали там. Вот, там есть первые фоны, третьи фоны, он сделан безупречно по киношным техническим моделям. И по сценарию есть некоторые моменты, с которыми я не согласен, но в общем целом мне за работу не стыдно нисколько. Слегка я ее горжусь, потому что не было у нас никакого опыта, но мы сделали фильм международного уровня, он находится в гильдии кинематографистов и находится в Государственном архиве. Кино, оно не может отпустить человека. Оно не может отпустить человека. Я многие годы вставал именно с выкриками «Тишина на площадке», «Мотор», «Кадр первый», «Дубль 2». Вот так, работа с выдающимися людьми. Хотя будни кинематографические, они грубы. Жизнь, она такова, что приходится, вот надо снять гусей, гусей нету. Вместо них уток притащили, за ноги привязали веревками злые ассистенты и пускают. И сколько мы с ними пытались, лошадей, коров, вот ассистентов. Некоторые через уже, так сказать, словеса такие смачные, все это поднимали народы. Все было, это обыденность киношная, она грубая. Моя задумка о будущей работе – это человеческое одиночество. Покинувший пост царской армии, уходит от людей, живет в лесу. У него есть любовь, у него есть счастье, соединение с природой. Но, как говорил лейтенант Генри у Хемингуэя, в этой жизни, «Прощай оружие» в романе,
В этой жизни человек один ни черта не может. То есть человек, победив, испытывает жизненное фиаско. И вот два аверса одной медали – победа и фиаско. И все это густо снабженное национальным колоритом. Песни, танцы, слезы, любовь. Чтобы, как в таборе уходит в небо, мы могли плакать, мы могли восхищаться. И нам хотелось бы одеть то, что одевает главный герой или главная героиня. И чтобы мы научились чему-то такому заветному в любви, которое мы не находим в обычной жизни. То есть это не сказка, а где-то взор на проходящую, пролетающую, медленно пролетающую над головой массу белого нежного облака. То, что называется человеческой мечтой. Если бы человеческой мечты не было, человек, я думаю, остался так бы и ходил в шкурах, в своих пещерах, а он ведь мечтал. Я думаю, мечта – это самый главный двигатель человека как к красоте, так и другим ее проявлениям. Вот мы еще коснулись темы мечты. А поделитесь, кем вы вообще мечтали стать в детстве? Вы думали, что станете писателем? Как и положено, мой отец служил на Тихоокеанском флоте, долго служил. Он был красавец, моряк, гармонист. И первым путь колхоза имени Азина электрифицировал дома. И он себя сравнивал с пауком, ткущим паутину. Его в Новой Казмаске, это старинная удмуртская деревня, по сей день старожилы помнят с благодарностью, Токвитька его называют. Он был непревзойденным гармонистом. Таких переливов я ни разу уже не слышал. И, конечно же, я мечтал о море. Вот эти слова «Зюдвест», «Нордвест», буфлат, вот это полундра особенно у отца врывалась. А потом я много был у морей, на берегах рек больших стоял, и всегда для меня лучше Камы нет. На реке Кама есть несколько мест, куда я и зимой, и осенью просто один приезжаю на своей машине, зажигаю костер и долго беседую с удмуртской белой рекой Камой, Тадикам, как у нас говорят. И знаете, это периоды такой чистосердечного разговора с самым лучшим другом. Я говорю: Тадикам, куректон менуманистым, вайшум потом, унеси мои беды, принеси мне радость. Окунаю в реку свои руки и долго беседую. И знаете, после этого я чувствую, что многое изменилось в моих мыслях. Удмурт без Камы не может. Кама и Удмурт – это одно и то же. Это та река, которая нас ведет в мир. Я маленьким мальчиком приходил на дребезжащих мальчиками, мы приходили на Каму. Русский язык совершенно мы не знали, гальяны там русские. Мы смотрели теплоходы. Там возьмешь за 3 копейки булочку в буфете, нас 5-6 озорников, но русские ребята нас не трогали. Они знали, что это ребята с Казмаски, а в Казмаске народ шустрый, их особо лучше не трогать. И вот мы садились на берегу Камы реки и шли теплоходы. И там на теплоходах люди танцевали вальс и пели песни. И я все время мечтал, вот я сяду в этот теплоход и уплыву далеко, далеко, далеко. Потом я, конечно же, плавал на этих теплоходах. Куда эти теплоходы идут? Я понял одно. Когда человек молод, он ищет тысячи дорог, чтобы уйти от своей пристани. А когда годы приходят, он ищет одну единственную дорогу, чтобы вернуться на эту пристань. И я с удовольствием возвращаюсь в свою Новую Казмаску. Вера Михайловна Бочкарева, директор Новоказмасской сельской библиотеки имени народного писателя Удмуртии Вячеслава Арсергей, всегда встречает меня с чашечкой чая, с шанишкой, с перепечечкой.
я чувствую, что я дома. И знаете, это очень греет душу. И, конечно же, мысли о море, о реках, о морской биографии, они все отразились в моих книгах. И я думаю, что та Кама, которая течет рядом с нашей Родиной, по моей родине, она также приглашает к себе новых моряков, новых речников, и пусть они плывут на своих теплоходах, помнят, что также я смотрел на эти теплоходы и плыл на этих теплоходах куда? К самому себе.